Первый пункт – мобильная приемная президента России Владимира Путина, вторая Далаковская школа. Житель селения, глава многодетной семьи Алисхан Дахкильгов озвучивает проблему всех далаковцев. Дело в том, что построенное в 2015 году новое общеобразовательное учреждение за 8 лет заметно потрепало. Основные проблемы – некачественное устройство водоотведения. Уже на протяжении большого периода времени школа подтапливается снизу. Откуда эта вода идет? Либо это грунтовая вода, либо это атмосферные осадки, неизвестно. Все, что озвучил Алисхан Дахкильгов, можно увидеть, спустившись на цокольный этаж школы. Везде запах сырости, облезла штукатурка, а в одном из коридоров можно увидеть канализацию, которая из-за некачественных работ, вместо того, чтобы уходить в выгребную яму, затапливает подвал. Что у нас есть, какая программа для того, чтобы улучшить и изменить данную ситуацию? Проведено обследование школы, составлен дефектный акт. Большая часть работ будет посвящена водоотведению и гидроизоляции. Эта школа попала в план 2025 года. Далее мобильная приемная переехала в сельское поселение Верхние Ачулуки Малгобекского района. Здесь Тухан Чапанов озвучил проблему улицы Комсомольская. Местные жители жалуются на состояние водопроводных сетей. Ветхие трубы из-за порывов периодически оставляют их без воды. Недели раз, иногда бывает и 2 раза порывы. Вот и приходится воду отключать всему селу, чтобы ликвидировать эти порывы. Андрей Шабалин у представителей регионального правительства поинтересовался, в какой срок можно решить эту проблему. Попробуем самое главное понять со сроками, когда это реально сделать, с возможностями и с качеством работ. Я надеюсь, что к 1 апреля следующего года мы часть водовода, который более такой изношенный, мы его заменим. В Карабулаке заместитель полпреда выслушал проблему Миланы Тачиевой. По ее словам, жители нескольких улиц 4-го микрорайона испытывают проблемы с энергоснабжением. Напряжение в сети постоянно падает, что приводит к выходу из строя электроприборов. Вечером я не могу свет включить, нет у меня напряжения. Ну и у соседей, наверное, такая ситуация, да? Да. О возможностях и сроках замены трансформатора на более мощный рассказал глава администрации Карабулака. До конца месяца текущего года данная проблематика будет устранена путем замены на более мощный новый агрегат. И, соответственно, то напряжение, которое необходимо для данного 4-го микрорайона города, будет обеспечено. Мобильный прием после Карабулака продолжился в столице республики. Адам Нальгиев стоит в очереди на получение жилья для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. А житель Магаса Гапур Патиев обратился с просьбой об устройстве детской площадки на территории многоквартирного жилого дома по улице Мальсагова. По обоим обращениям приняты положительные решения, установлены сроки исполнения. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов, Новости 24.